Первые игры «Дети Азии» состоялись в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. Спортивные игры «Дети Азии» проводятся раз в 4 года. Но игры, на мой взгляд, надо более широко, не как только спортивные игры. Так? Что нам дали эти игры? Ну, во-первых, якутский народ осознал себя, силу, что может провести такие крупные международные мероприятия. Он осознал, что он не одинок в мире. Он хочет жить в дружбе с народами. А город как преобразовался? Так ведь? Мы же все помним 20 лет тому назад как было. А сегодня каким становится? Вот с этой точки зрения надо посмотреть роль и место игр «Дети Азии». Так, за все время проведения соревнований игры 6 раз принимала Якутия, а в 2022 году игры впервые прошли за пределами республики. Тогда эпицентром детского спорта стал Владивосток. А история зимних игр «Дети Азии» берет свое начало в 2019 году. Масштабные спортивные состязания прошли в Южно-Сахалинске с 8 по 16 февраля. Участие в старте приняли порядка более 1000 спортсменов, представляющие команды 20 стран, 6 регионов и 3 федеральных округов. В программу были включены 8 видов спорта – биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, сноуборд, горнолыжный спорт, хоккей, шорт-трек и прыжки на лыжах с трамплина. В общей сложности было разыграно 93 комплекта наград. Сборная Якутии приняла участие во всех дисциплинах, кроме прыжков на лыжах. Республику представили 117 человек, в том числе 75 спортсменов и 17 тренеров. В общем медальном зачете первое место заняла команда Уральского федерального округа, второе – Москва, третье – сборная Сахалинской области. В медальном зачете первых зимних международных игр Якутия вошла в десятку лучших. Первые зимние игры «Дети Азии» показали, что у юных спортсменов из Якутии есть большой потенциал, но есть над чем работать. Мы увидели, что наши дети очень способны, несмотря на то, что у нас нет специализированной инфраструктуры по зимним видам спорта, кроме биатлона и лыжных гонок. Тут нужно отточить мастерство по стрельбе. В общем-то, скорость у наших биатлонистов была неплохая. Очень много мазали. Может быть, тут сказалось и качество оружия, скажем, да. Это тоже немаловажно. Но в целом, конечно, в этом виде мы имеем потенциал. Ну и по лыжным гонкам, в принципе, там тоже есть много таких факторов, которые влияют на результат гонки. Это правильно угадать смазку лыжи и так далее. Иметь запасные лыжи и так далее, арсенал. Но это все опять-таки в конце концов упирается в финансы. Но на сегодняшний день мы можем рассчитывать, что вот эти два вида у нас неплохо конкурируют на детском и азиатском континенте. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» примет Кузбасс. Спортивный форум в этом году пройдет с 23 февраля по 5 марта. Впервые в истории игр состязания примут сразу несколько территорий – Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Шерегеш и Таштагольский муниципальный район. В программе соревнования по 10 дисциплинам участие в играх примут спортсмены из команд, представляющих Сибирский, Уральский, Дальневосточный федеральные округа, а также команды Москвы и 12 иностранных государств. Но если говорить о значимости, она очень велика, особенно сегодня. Приятно отметить, что на сегодняшний день представители 13 стран заявились на проведение игр. Это более 1000 атлетов, которые приедут к нам в Кузбасс для того, чтобы, с одной стороны, посоревноваться в 10 видах спорта, а с другой стороны, познакомиться, пообщаться, завести очень полезные, правильные дружеские связи. Для многих спортсменов игры являются стартом в большой спорт, и мы видим исторические факты, когда ребята участвуют в играх «Дети Азии»,
Азии, потом являются участниками, победителями, призерами чемпионатов мира, Олимпийских игр. Я уверен, что игры в Кузбассе не будут исключением. Участниками этих престижных международных соревнований станут около 1000 спортсменов. В программу вошли 10 видов спорта, в том числе горные лыжи, прыжки с трамплина, шорт-трек, лыжные гонки, сноуборд, керлинг, фигурное катание и хоккей. Особенностью игр в Кузбассе станет проведение показательных и демонстрационных соревнований по волейболу на снегу и компьютерного спорта. Будет разыграно 57 комплектов медалей. Что касается нашей республики, на играх участие примут 70 юных спортсменов по 6 видам спорта, а именно хоккей, фигурное катание, сноуборд, лыжные гонки, шорт-трек и горнолыжный спорт. Также вне зачета якутяне примут участие в показательном выступлении по биатлону и волейболу на снегу. Республиканская спортивная специализированная школа по зимним видам спорта отвечает за подготовку хоккеистов, спортсменов по шорт-треку и фигурному катанию. Первые зимние игры 2019 года дались якутянам нелегко. Конкуренция на лыжных трассах и ледовых аренах была более чем серьезная. Ну, на самом деле и эти игры будут не очень простые, потому что подготовка у всех идет на уровне приличном, да, и отбор игроков, если у нас, грубо говоря, 2 человека на место, то, допустим, в Сибири или в Урале там, как говорится, 102 человека, да, на одно место, и там из 1000 человек набирают команду, конечно, это будет результат совсем другой. Конкуренция очень серьезная. На самом деле у нас одна школа, а, допустим, в Челябинске в одном городе 12 специализированных олимпийских школ по хоккею именно. Но юным хоккеистам из Якутии не привыкать играть против серьезных соперников, а лед покажет, кто на что способен. Тем более, что команду собираются усилить бывшими игроками полярных «Волков», которые сейчас выступают за молодежные клубы Сибири, Урала и Дальнего Востока. У нас сборная будет состоять из команды Нерюнгри и Полярные Волки. И вот приезжие ребята будут. Готовимся. Сейчас у нас идет подготовка. Мы сейчас выезд у нас будет во Владивосток. Контрольные игры сыграем и на Сахалине. И буквально за неделю мы все собираемся в Новосибирске. Последняя подготовочка и все на Дети Азии. Серьезная конкуренция предстоит и на дорожках соревнований по шорт-треку. В отсутствии явных лидеров в этом виде спорта, сборной Южной Кореи, борьба развернется между сборными российских округов. На Дальнем Востоке мы уже некоторые на 3-х, 1-х, 2-х местах находимся, а уже с центральным регионом уже они более сильные пока. Но это уже на следующие Дети Азии мы уже можем вполне уже достойно выступать. Конечно, шорт-трек – это такой вид спорта непредсказуемый. Все, что угодно может произойти. Но, конечно, мы достойно будем выступать на Дети Азии. Подготовка к играм для юных спортсменов еще в начале месяца вышла на финишную прямую. Уже пройдены основные соревнования, и на данный момент спортсмены из Якутии находятся в Кемеровской области, где проходят последние учебно-тренировочные сборы. После чего сразу же отправятся на трассы и ледовые арены вторых зимних международных игр «Дети Азии». Настрой замечательный, команда готова, заряжена. Так что, думаю, все пройдет хорошо. А чтобы жители Якутии всегда были в курсе последних спортивных достижений якутян на Детях Азии, передвижная телевизионная система НВК «Саха» будет работать на трансляциях вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Техническая бригада в составе операторов, инженеров выехала на 3 автомашинах из Якутска до Кемерово. На месте телевизионный КАМАЗ совместно с телеканалом Матч ТВ будет задействован на освещении спортивных соревнований. Национальная вещательная компания «Саха» уже имеет опыт работы на площадках проведения игр «Дети Азии» в других городах России со своим телевизионным оборудованием, что в свою очередь дает возможность якутянам следить за спортивными баталиями и болеть за наших спортсменов в реальном времени.